Число кандидатов на пост президента Таджикистана увеличивается. Таким образом, Аграрная партия Таджикистана на выборах президента страны примет участие со своим кандидатом. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня предвыборном съезде партии. Кандидатом в президент от Аграрной партии выдвинут активист партии, вице-президент Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, доктор наук, академик Ахмадбек Бухориев. Сегодня в рядах Аграрной партии насчитывается около 30 тысяч граждан Таджикистана. Лидер Аграрной партии Таджикистана, академик, депутат Нижней палаты парламента страны Амир Каракулов надеется, что возглавляемая им политическая партия получит поддержку большинства населения Таджикистана, так как около 80% населения страны прямо или косвенно связано с аграрным сектором экономики. Аграрная партия Таджикистана была образована в 1995 году. На сегодняшний день двое членов партии являются депутатами Нижней палаты парламента страны, а член партии, глава Васейского района Рустам Латипов, является членом Верхней палаты парламента республики. Напомним, лидер Аграрной партии Таджикистана Амир Каракулов был оппонентом действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах президента Республики Таджикистан в 2006 году. Тогда Каракулов получил около 6% голосов избирателей, когда за Рахмона голосовали около 80% избирателей. А также на состоявшемся сегодня предвыборном съезде Демократическая партия Таджикистана примет участие ее лидер Сайджафар Исмонов, который большинством голосов делегатов был выдвинут кандидатом в президента Таджикистана. Демпартия Таджикистана образована в 1990 году. На сегодняшний день в своих рядах объединяет около 8 тысяч граждан страны. Таким образом, на данный момент выдвинуты трое кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Ахмадбек Бухориев от Аграрной партии Таджикистана, лидер Демпартии Таджикистана Сайджафар Исмонов и кандидат от Объединения реформаторских сил Таджикистана Онихол Бобоназарова. Президентские выборы Республики Таджикистан состоятся 6 ноября этого года. Также сегодня состоялся съезд партии Исламского возрождения Таджикистана. Почти единогласно было принято решение поддержать кандидата в президенты Республики Таджикистан, выдвинутого от Объединения реформаторских сил Таджикистана Онихол Бобоназарову. Всего было выдвинуто 4 кандидата, в том числе 3 внепартийных – Онихол Бобоназарова, Махмуджон Косимов, Ходжа Акбар Тураджонзода и Зарафор Рахмони. Но все дали самоотвод в пользу единого кандидата от Объединения реформаторских сил Таджикистана Онихол Бобоназаровой. Сама Бобоназарова заявила, что выдвижение ее кандидатом в президенты – большая ответственность для нее. В 1993 году меня арестовали якобы за попытку госпереворота. Меня приглашали жить за рубежом. Почему, когда запретили несовершеннолетним ходить в мечеть, никто не заступился за их права, и только женщина без платка подняла этот вопрос? Я намерена воплотить в реальность ваше предложение и уйду раньше, если не успею все это осуществить. Моя разница с Рахмоном в том, что он находился у руля 21 год, и если ежегодно хотя бы 1% наших граждан были недовольными правящим режимом, то вот этот 21% голосов станут моими. Сейчас все говорят, что мы единогласны с правительством, но вы ошибаетесь. За столько лет ни один человек из правительства не приглашал меня как правозащитницу на диалог, хотя чиновники многих зарубежных стран заинтересованы во встречах со мной, сказала Онихол Бобоназарова. Межпарламентские отношения государств являются основной почвой торгово-экономических, дипломатических и политических отношений. Так как во всех светско-демократических государствах парламент считается главным законодательным органом, и именно законы, принятые законодателями, могут направлять общество в определенное русло. Межпарламентские отношения между Таджикистаном и Киргизстаном уже 20 лет сплоченно работают во благо общества. Турсунбай Бакыр Улу, член фракции Орнамус, парламент Киргизстана Жококу Кенеша, председатель партии ЭРК, в интервью нашему корреспонденту рассказал о достижениях межпарламентских отношениях двух республик. Мы хозяева чистой воды, плюс мы хозяева электроэнергии. Но кто с нами как с хозяевом считается? Хочешь построить Верхненарынский каскад ГЭС? Узбекистан против, Казахстан против. Рагунская ГЭС в Таджикистане? Узбекистан против. Но так не может быть. Каждая страна живет за счет своих природных ресурсов, за счет своих людских ресурсов. Ведь когда мы говорим Узбекистану,
Если нам воду дал Аллах, Кыргызстану и Таджикистану, то Узбекистану дал Аллах газ и нефть. Вы же продаете то, что Аллах дал. А почему вам бесплатно даем воду, еще мы хотим построить ГЭС, вы против возмущаетесь? Если у президентов свои планы, да, они, как вчера в ШОС в Бишкеке встречались, то кто мешает парламентам двух государств чаще встречаться? Ведь законы принимает парламент, ведь законами мы улучшаем жизнь. Поэтому, я думаю, здесь надо и спикеру двух парламентов, и самим депутатам, особенно депутатам по дружбе с обеими парламентами, лучше работать, активизировать надо работу. Перспектив очень много. Перспективы и влияние Шанхайской организации сотрудничества на членов государств, в том числе Киргизстана и Таджикистана, в нынешних условиях Турсунбай Бакыр-Улу предвидит таким образом. Я думаю, ШОС – это нужное объединение для наших регионов, потому что видно всем, что проблемы здесь мы должны решать сами. Это только Америка себе может позволить свои войска направлять в другие государства, а здесь мы должны коллективно друг друга защищать. Тем более и Китайская Народная Республика, тоже вчерашняя коммунистическая страна, сегодня, конечно, рыночное общество строится, но тоже одно из братских наших стран. По мнению Турсунбай Бакыр-Улу, молодежь Киргизстана и Таджикистана не должны быть патриотами только своей нации. Также они должны испытывать любовь ко всему региону Центральной Азии. Пока существуют проблемы в регионе, не будет развиваться ни одно государство.